Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Цимербаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня мы говорим о медицине. Последние дни и даже, может быть, недели ее лихорадит. И мы пригласили Бахтияра Абсаматова, врача, для того, чтобы поговорить, что происходит в нашем здравоохранении, вот с точки зрения человека, который находится на передовой, который общается с пациентами и все это видит. Наверняка вы помните Бахтияра, он уже приходил к нам, это тот самый человек, который вызывал министра здравоохранения на дебаты, министр правды не откликнулся, мы тогда предоставили площадку Бахтияру. Здравствуйте, Бахтияр, я рада увидеть вас снова. Здравствуйте. Давайте расскажите вот с той нашей встречи, что изменилось в вашей работе, как-то вам обещали реформы, стало ли вам работать проще, стали ли вы богаче? Ну, если честно, изменений никаких не было. И будет ли это, большой вопрос стоит, потому что люди как приходили, как со своими болезнями, так и приходят. Также, получается, наблюдаются очереди. Буквально вот особенно это чувствуется в первые 3 дня недели, в начальные, да, понедельник, вторник, среда, когда за субботу, воскресенье люди там заболевают, да, так можно сказать, и потом уже получается в поликлиниках, да, в ЦСМах уже образуется очередь, да. То есть никакой, именно с этой стороны, никакого решения не было принято, реформы с того периода, получается, было произведено только о реформировании ЦСМ. Из 4 ЦСМов сделали 10 районов, да? То есть только вот это. Поставили, соответственно, новые назначения на ту или иную должность, там директора поменяли, главврача поменяли, и остальное все буквально так же. То есть как работа шла обычного медика по приему, так она и идет. Даже элементарно ни в каких изменениях со стороны записи не было. До этого я всегда говорил, что поликлиника — это чисто бюрократия, там больше писанины, нежели чем больше осмотра и уделения для пациента то времени, которое он хочет, да, чтобы для него уделили. И все, ничего не изменилось буквально. Я вот, хотя сам работаю сейчас в частной сфере, но вижу, наблюдаю даже эти моменты, вот хожу тоже в те же ЦСМы, те же коллеги мне тоже звонят, говорят, ничего к лучшему не изменилось, даже те пациенты, которые ко мне приходят в частные, да, они просто говорят, ну, не хотят ждать, сидеть полдня в очереди, и лучше мы дадим какие-то деньги за частный прием, и без очереди придем, посмотрят и уйдут, да? Потому что, ну, если сравнить, я, кажется, не помню, говорил или нет, разница вот частной медицины в любой сфере, пусть будет это любая сфера, не только педиатрия, терапия и та же хирургия и другие процедуры, разница в частной от государственной в том, что в частных учреждениях медики, они, вот как я сказал, больше уделяют пациенту времени. Они с ними разговаривают, они с ними общаются. Они не думают, что надо сейчас заполнить для кого-то отчет или еще передать что-то, да? Они больше уделяют именно здоровью для пациента, который к ним пришел, вылечиться, да? То есть это процент где-то, если в государственных учреждениях идет 80/20, то есть 80 они пишут, 20 смотрят, а получается в частном они наоборот. То есть больше уходит 20 на регистрацию, то все, а 80%. Ну, вот я прямо чувствую, как читатели говорят, да ладно, вы врачи взяточники, бесплатно невозможно лечиться, что тут, что там. Ну, взяточники, если честно, как бы тут как-то неуместно, да. Что очень часто и в так называемой бесплатной медицине людям приходится платить. Вот вы долгие годы работавшие, вы работали педиатром в обычной поликлинике. Получается, именно если взять, например, первичное звено, да, ну как педиатр, давайте буду я говорить как педиатра, как
В наше же именно направление, прям сказать, чтобы давали какие-то большие деньги, ну, не было. Именно если взять, получается, первичное звено, именно госучреждение, чтобы, ну, на примере, да, честно буду сказать, вот я, ну, за то время работы в поликлинике, вот в течение 3 лет, ну, там можно будет вот по пальцам посчитать около, ну, максимум, если что, давали 400 сомов, да, 500, ну, если откровенно говорить, да, и там за 3 года это было около где-то максимум, ну, 10 человек, да, это те, которые, ну, наверное, понимали суть работы, вам тяжело, такая очередь, вот так, там, без обеда, были такие моменты, и без обеда даже работал, да, это я, то есть за себя буду говорить, а так, прям, потому что люди, они путают, иногда путают, если взять те люди, которые прошли через хирургические профили, да, хирургические, это буквально все хирургические, там же и урология, гинекология, хирургия общая, да, там, конечно... Под одну гребенку выдумывается всех врачей. Да, то есть, получается, там структура может быть по-другому. Может быть, те люди, которые прошли, которые говорят, что вы взяточники, они прошли через больницы. Эти люди, они уже потратились на тех или иных учреждениях, где надо было дать за ту или иную процедуру. То есть взять какую-то, например, мини-операцию, да, они оставляли какую-то энную сумму, да, взять какую-то чуть побольше операцию еще. Это не все врачи. Да, это не все. Ну, в поликлинике, если бы это было бы, я не знаю, тогда там золотое звено было. Вот. Мы как раз в прошлый раз говорили, что вот в той поликлинике, где вы работали, остался один врач-педиатр. Да. Нашли людей? Нет, вот именно, я буквально только сегодня с утра с ней разговаривал, там до сих пор, уже почти год будет, апрель месяц, вот уже через 2 месяца будет, там она работает за 4 педиатров. 4 педиатров, то есть, как я ушел, она одна, всех принимает, за 4. Соответственно, я вот просто у нее спрашиваю, вам платят за то, что вот вы такой труд делаете, да? Я же все-таки ушел, мы раньше за всех работали вдвоем, а тут я ушел, она за всех одна работает, и нет, говорит, никакой надбавки нету к зарплате. Это очень обидно, очень действительно колоссальный труд. Я сам работал 3 года на Дурдо, это все-таки жилмассив, население огромное, это ЦСМ номер 14, в общем населении 95 тысяч человек, да? Это чуть ли не большой такой объект, и в жилмассиве самом Дурдой-1, Дурдой-2 уже около 20-25 тысяч населения, да? Там дети до 17 лет около, получается, чуть больше 10, ну, это официальные цифры, неофициальные. Вот я даже буквально недавно тоже говорил по передаче, готов даже был пойти, вот давайте там замминистра или кого-то там, пройдемся просто по жилмассивам, именно Дурдой давайте возьмем, там, получается, дом на доме стоит, да, в одном доме около где-то 20 человек живут. Вот так. И очень много детей. И очень много детей, действительно, очень много детей. Там просто, видите, сам базар рядом, а вокруг, то есть базар это для них деньги, это работа для них, да? И получается, они стараются жить именно рядом с ним. И, соответственно, вот это все в округе самого базара Дурдой, там понастроили все вот эти квартиры и сдают они, да, вот так как можно. То есть на одной улице, если чисто посмотреть, на одной улице, скажем, около 50 домов, да, ну 50, скажем, ну 30 тогда скажем, 30 домов, и из 30 домов где-то около 20 домов точно сдают квартиры. И в каждом доме минимум 5 квартирантов. Я ходил, я видел это. То есть неучтенные, это да? неучтенные. То есть были такие моменты, что приезжают... Они не предусмотрены инфраструктурой, да? Да, вот, да. Образовательной, медицинской. Да. То есть это, вот это они не смотрят. То есть берут статистику, сколько цифр показывают, и все на этом, типа для этого. А если вот, например, прям ходить, потому что, ну, им же не запретишь же.
Это же, получается, они приезжают, чтобы работать, чтобы прокормить семью, жить одним словом, да? Вот. И получается, есть даже такие моменты, что вот приезжают, 2-3 месяца работают, уезжают. Но за этот период, 2-3 месяца, они все равно обращаются именно в медучреждение, в ту же поликлинику, где я работал, да? И все. Вот даже был такой момент, что ехала летом ехала одна семья с города Ош, да? Там 7 человек, они все отравились, короче, по дороге, они все отравились, и они приходят как раз в ГСВ, да, ФАП, приходят, и я их принял. Все поголовно, ну, получается, 4 взрослых, 3 детей, все у них прям пищевая токсикоинфекция, все рвота у них обильная, прям они прям штабелями на улице стоят и прям рвут. Я им первую помощь всем оказал, все сделал и отправил, получается, в инфекционную больницу. Да? Потом, получается, та же, кстати, как наслаивается работа еще на это, тоже не учитывают они. И на следующий день мне всех вот этих 7 отправляют на тебе, вот у вас там чуть ли не кишечная инфекция, ты должен за ними смотреть еще, наблюдать их, короче. А я им объясняю, вы понимаете, что среди 7 только 1 человек у меня здесь живет, остальные просто приехали погостить и обратно хотят на Иссык-Куль уехать, это летом было. Вот. То есть однодневная такая вот так, и они прошли через больницу. А они такой: а, да вы что, так что ли? Я говорю, конечно так, я не хочу, это же работа же, еще надо за ними. Я оказал первую помощь, я сделал то, что от меня требуется, именно в такой ситуации, да. Я же не буду их обратно в Ош отправлять, идите туда, где прописано, и там оказываете свою первую помощь. И все, вот так как бы объяснить. А я говорю, а вы разве не брали у них анамнез, как, откуда, что, или нет? Ну там вот как бы вот такие моменты, очень много тоже, да. И это тоже, то есть работа заключается, каждая инфекция, та или иная инфекция, определенная работа, надо смотреть, наблюдать, ходить, бегать, то есть, и представляете, сейчас это делает 1 человек. Нет, я не представляю. Учитывая, что я думаю, что большинство населения не может обратиться к услугам частной медицины. Да. Здесь, конечно, жалко. Ну, почему? Даже у меня бывают такие моменты тоже в частные, когда приходят, денег нету, ничего страшного, ну, не выгнать же, оказывают тоже помощь, не принципиально. Врач должен помогать, да, я вот, когда, и не то, что я уверен, что много молодых специалистов, которые, вот помните, я вначале говорил, которые приходят, они на работу, они горят желанием работать, они горят желанием помогать, да? Но потом через какое-то время это желание угасает, все встает на первую планку, это деньги, это зарплата, и потом уже дальше уже... Нужно понять, им тоже надо кормить семью. Вот смотрите, вы как врач понимаете, вот куда движется наша система здравоохранения? Что ожидать вам? Как врачу и нам, как пациентам? Да, здесь получается, смотрите, то, что вот сейчас происходит, вот то, что получается идет смена должностей, смена даже целых названий больниц, да. Самое главное, конечно, я хочу, чтобы было это к лучшему направлено. Все-таки должно быть к лучшему направлено, но будет ли к этому к лучшему идти? Потому что все равно там реорганизовывать, переименовать ту или иную больницу, ну, она же раньше же тоже пациентов принимала, да, просто название поменяется. Ну, скорая медицинская помощь будет, да, вот тоже 4-й горбольницу взять, да. Она просто, получается, поменяется, соответственно, директор, но будет действительно улучшение к этому, что. Вот я как-то читал, получается, интервью министра Бейшеналиева, что вот мы сейчас реформируем, будем оказывать всем первую медицинскую помощь, кому там надо, кто на скорой будет приезжать, да, там спасать жизни. Но она до этого же тоже так же делала, если честно. Мы, например,
с ожогом, ну, как, например, если были такие моменты, ожоговые, да, отправляли в 4-ю горбольницу. То есть все будет так же идти. И изначально я вот говорю, что надо все-таки улучшать качество медицинского обслуживания все-таки именно в первичном звене. Наша цель, как медика, ну, должна идти больше на профилактику. Больше на профилактику, ниже. Четко сформулируем, что такое первичное звено. Первичное звено — это, получается, все ЦСМы. Все ЦСМы, все ФАПы по всей республике. Вот. Соответственно, надо именно работать с медиками именно в этой структуре больше. Их надо информировать о новых методиках, о новых каких-то достижениях, да? Не ограничивать какими-то моментами, не нагружать их этими всякими бумажками. Да? Пусть больше времени тратят на саму медицину, именно на здоровье, на благо, чтобы была работа врач-пациент, врач-пациент, да? Как бы вот так. Так получается больше писанины, и вот нагрузка идет та же самая на больнице, потому что все, вначале, помните, я как-то еще тогда говорил, все минуют поликлиники. Все минуют поликлиники, идут в больницы, идет такое как бы недоверие, да? Идет как бы такое, либо не хотят они ждать, ожидать, сразу идут туда, может быть, там они лягут или вылечатся. И получается, мнение таких людей очень много, и идет, соответственно, скопление. Скопление там идет уже, да? Хотя, наоборот, надо их обратно, и, соответственно, чтобы те врачи по участкам, они, соответственно, с ними работали. Потому что есть такие пациенты, которые действительно надо лечь, действительно надо это. У меня даже такие были моменты, что посимптоматически ему плохо, ему действительно надо лечь и сделать госпитализацию, да, ну, скажем, ребенка, да. Я пишу направление, отправляю именно в тот период, конечно, когда идет такая большой когда забита дети детская, да, они не принимают, да, не принимают, соответственно, они уходят, и я весь ночь, целый день, если еще выходной будет, целый выходной, переживаю за этого пациента, что будут делать они дома, да, лишь бы, чтобы выздоровел. Вот как бы вот так. По вашим наблюдениям, как сейчас обстоит эпидситуация в стране? Эпидситуация, она больше уже как бы идет на своей как бы колею, которая раньше и была, то есть как люди по сезонно болели, они такие продолжают. Единственное, только сейчас к нам присоединился только коронавирус и все. Ну вот, типа, помимо другим группам ОРВИ, они еще коронавирус прикрепили, и, соответственно, ну, волна такая же, что было и до ковида. То есть вот 2020 год, февраль, да. А тогда еще не было ковида. Вот вы видите приблизительно то же самое. То же самое. Вот, например, сейчас уже как бы сейчас похолодало немножко, да, снег вот вчера выпал, да, немножко обычно гриппозное состояние в этот момент падает, да, больше идут кашли из-за холода, из-за того, что вот съел что-то, либо выпил холодное, да, и, соответственно, идет вот такой воспалительный процесс именно в области дыхательных путей, да. А когда уже начнет теплеть именно зимний, весенний период, уже больше обратно пойдет вот этот рост, гриппозное состояние будет расти. То есть детки, они как утром выходят в теплом виде, потом бегают, прыгают, потеют, раздеваются, либо кто-то что-то съел. Это элементарно, каждый день, наверное, люди видят, кто-то ходит мороженое кушать, даже, если честно, холодное пьют, да, соки. Ну, как холодное? Они думают, что это не холодное, но на самом деле для этого сезона неправильно это делать, да, то есть он пьет, идет по улице, соответственно, больше процента уже завтра он может воспалиться горлышко, да, то есть уже пойдет температура, да, то есть это будет как бы идти вот такая. То есть дальше волна вот так же пойдет. То есть зима, летом гриппозное состояние пойдут, уже ближе к лету, уже когда все теплеет, обратно кишечное пойдет. Да? Там же и кишечные вот эти вирусы пойдут, и, соответственно, будет рвота. Как врач-педиатр вы рекомендуете, при каком состоянии ребенка обращаться к врачу? Желательно обращаться... Не в идеале.
мы рассматриваем, что у нас есть доступ к медицине, вот, в идеале. Да. В идеале, если все будет хорошо, например, доступ, все, ну, Да, доступ есть, да, в любой момент желательно. То есть при любых сомнениях лучше обратиться к врачу. Да, если что-то, ну, получается, родители, они видят, они наблюдают же, как до этого, раз, и он что-то не то, да, что-то засопливил, закашлял, предкашлял, нежели чем идти, я вот, например, всем своим говорю, да, вот, которые раньше и сейчас наблюдаю, нежели чем идти в аптеках и тратить деньги на то, что ты не знаешь, поможет или нет. Ну, по моей статистике, вот те детишки, которые ко мне приходили, где-то 80% они проходили через аптеки. То есть, то есть мама или папа идут и говорят, вот, дайте что-нибудь от кашля. Да, и все. Это трата денег, а потом, соответственно, конечно, они приходят уже. Вот у меня очень много таких приходили, говорили, вот у меня дома аптека уже. А я объясняю, она же ко мне первый раз приходит, вы знаете, ну это же не я выписал же. Это вы сами пошли и купили. Они, да, соглашаются. Я говорю, ну вы придите сюда, я же здесь сижу, я готов принять, я готов посмотреть, я готов выписать то, что действительно надо. То есть такое должно быть все направление. Соответственно, плюс расход меньше, семейный бюджет сокращается, да. Во-вторых, врач посмотрит, действительно что-то надо вначале, то и выпишет, то, что не надо, не выпишет, да. Ну, например, я так делаю. Не всегда я говорю, ну, при вирусных инфекциях в первые сутки болезни я, например, не пишу антибиотики. Ну зачем? Вижу, когда еще можно вылечить обычными противовирусными препаратами, можно и это назначить, да? И это помогает почти где-то 90%. Все же наша система, наше здравоохранение продолжает работать, продолжает существовать. За счет чего она существует? Как она действует, как она функционирует, и что вот вы как врач хотели бы видеть в будущем? Какие изменения? Вот, конечно, у меня есть такое предложение, я, наверное, все-таки потом еще скажу в Минздраве, что все-таки надо больше уделять внимание именно первичному звену, то, что они сейчас делают, будет ли это хорошо. Это сейчас министр обещает, будет все хорошо. Я думаю, что не будет хорошо. Ну, только название поменяется, директор поменяется. Получается, вот Почему это. У вас такие? Ну, она, получается, смотрите, койки не увеличились раз. Больница, она не добавила какое-то крыло, 2. То есть, как она стоит, так и стоит. Ну, то есть нужно увеличивать надо, ресурсы, да? Да, надо, если он хочет вот показать, что хочет помогать, надо тогда что-то построить. Сказать, да, действительно, вот это для народа же. А то, что получается раньше вот в этом 4-й год больницы, на примере, скажем, было 500 коек, получалось, название поменялось, директор поменялся, но койки же те же. Если придут 550, поступят 550, например, он же не будет там на улице, также будут опять в коридоре все спать и наблюдаться, и все. То есть там территория большая, есть, можно даже там где-то, если он прям так хотел сделать скорую медицинскую помощь, там построить целые, например, для этого отдельно, да, можно было. Там есть территория, которая позволяет это сделать, да. И потом... То есть потребность все-таки есть таких? Конечно, да, непосредственно потребность есть, но единственное, они не знают насколько. А чтобы узнать это сколько, изначально все эти пациенты должны хорошо, грамотно проходить через первичное звено. Есть такой момент тоже, предложение такое идти в виде, получается, через информационный, через интернет, да, сделать в виде такого портала, чтобы связь была первичкой с больницами. То есть, соответственно, идет сортировка уже на первичном звене, там все-таки будут и узкие специалисты, соответственно, надо увеличивать штат. Например, если вот работает, да, 2 хирурга, пусть будет чуть побольше. Пусть будет побольше, ничего страшного, пусть они отдадут, поставят еще один кабинет хирурга, да, в каком-то ГСВ, где население большое.
Соответственно, там будут уже те же специалисты сидеть, там будет и хирург сидеть, там будет сидеть невропатолог, желательно, конечно, детский, да? Детского невропатолога очень сейчас нехватка идет. И это все можно, те же консилиумы можно проводить и в поликлиниках же, правильно же? То есть это все будет в виде такого интернет-это, и не обязательно будет из какого-то региона ездить сюда, еще здесь месяц-два тратить, ждать очереди, и еще неизвестно, попадешь ты туда или нет, да? Все будет в виде такого портала, что вот место есть, все, хорошо, давай. И идти будет сортировка действительно, кому надо это, и кому это можно как бы в виде в плановом поставить, да? Кому срочно? Да, да. А сейчас получается, все же идут, там неизвестно, сортировка происходит на месте. На месте происходит сортировка, нужна, не нужна. Может быть, кто-то, вот опять деньги, да? Пожалуйста, да, давай, вот я тебе сколько там дам. И идет затрата туда. То есть, я думаю, это как бы неправильно, видите, опять вот, это к этому вот сейчас будет идти опять. Из-за этого лучше всего делать, вот, мое мнение, в таком направлении. Намного лучше будет для народа. Сделать, дать такую информацию в виде как рекламы, либо вот, потому что информация через СМИ идет. Очень много смотрят люди, вот телефон, через телевидение, да? Вот так можно сделать, давайте вы будете наблюдаться в поликлинику, идите, там, соответственно, будет решать уже, сама вот это, как его, консилиум будет делать, да, там же и невропатолог будет, там и хирург будет, там и травматолог надо будет, поставьте онколога туда, да, можно же это же сделать, не надо все в одну кучу там, и намного меньше туда затрат уйдет, намного меньше. А потом уже, исходя от этого, уже будет известно действительно, сколько нам нужно больниц и где надо их строить. Правильно, да? Понятно. Бахтияр, вот давайте, у нас ограничено на сегодня по времени в эфире. Вот давайте, у вас еще есть время от имени врачей. Вот вы у нас такой смелый врач. Да. Что происходит, куда нужно двигаться, вот так коротко сформулировать, резюмируя итоги нашей встречи. Да, конечно, хотелось бы, чтобы очень много коллег, которые, за всех, конечно, судить, каждый работает по-разному, но хочется направить своих как бы коллег на оказание действительно помощи для народа. Вот как бы слышал комментарии в сторону вот нашего травматолога, директора, да, бывшего. Вот он берет деньги, он вот так. Ну, зачем? Если человек хочет помочь обычному своему же народу, надо хотя бы дать консультацию бесплатно. И надо помочь, делать вид, что ты хочешь помочь именно для этого. Соответственно, и будет такая же отдача, человек уже будет больше доверять. Коллеги должны именно идти к тому, что надо направлять, соответственно, улучшать само качество медицины. Если будет улучшаться качество медицины, каждый медик, если поменяет свое мышление, будет думать, что давайте лучше помогать. Мы пережили такую мировую пандемию, очень много людей погибло, и мы должны сделать себе, и пусть сделает государство, правительство, вывод, что надо все-таки тоже ставить именно взгляд и акценты на именно медицину, да? Соответственно, оттуда, если будет исходить это, тоже уже будет, сами медики, мои же коллеги, они уже будут отдавать уже, соответственно, себя народу. То есть, как бы вот такой, то есть помогать, я думаю, большинство так делают, но хотелось бы, чтобы нас было еще больше. Понятно. Спасибо, Бахтияр. Мы сейчас, Кактус Медиа, пытается разобраться, что происходит в системе здравоохранения. Мы предоставляем площадку для всех сторон. Мы выслушиваем всех руководителей. Мы приглашаем к диалогу Министерство здравоохранения. Бахтияр Абсаматов представляет в этом диалоге
врачей. Спасибо, Бахтияр, что вы Спасибо, что пригласили, спасибо. соглашаетесь, что вы не боитесь открыто высказывать свою точку зрения. С нами был Бахтияр Абсаматов, врач. Еще раз повторю, мы приглашаем все стороны к диалогу и вас, дорогие подписчики, поскольку вы являетесь, мы с вами являемся пациентами в этой системе. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Бахтияр. До встречи.